Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его нагнет. Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его нагнет. Аллилуйя. Там, где есть глаз сердцам израненных, свое слово Бог дает. Там, где есть глаз сердцам израненных, свое слово Бог дает. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его нагнет. Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его нагнет. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Як перед хвилиною заспівав наш хор, вельми серйозні слови, які показують, до чого покликаний кожен з нас. Кожен з нас покликаний до того, передусім, та про своє життя, про свої вчинки прославляти Пана Бога. І ми приходимо сьогодні на святу Імшу, щоб доручити Йому усі наші інтенції, наше життя. Эту святу Імшу оферую у інтенції о Божій милосердності для душ Христових. Как будто удельничать у этой наисвятейшей офиары, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному И вам, братья и сестры, что сгрешил я вами, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, за всюди Пану Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала
Славим Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Дея великой хвалы Твоей, Пане Боже, Володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне антинародный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя речно себе, грехи свету, смилуйся над нами. Я Тебя речно себе, грехи свету, прими моление наше, яки святейшего рушайца, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, нехай Твой народ завсюди тішиться обновленою молодостю Духа, та обрадуючися тепер вертанню у хвалу Твоего усыновления, с певною надією чекав дня Своего воскрешення, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарец в едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Amen. Читание книги Деял апостолов. В те дни сказал Петр народу: Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог отцов наших, уславил слугу своего, Иисуса, якого выдали вы и отреклись от его перед Пилатом, коли той вырашил отпустить его. Вы отреклись от святого и справедливого, а просили помиловать злочинців. Забили пошанальника життя, якого Бог воскресив з мертвих, чого ми свідки. І тепер, брати, я ведаю, що ви зробили це з неведенням, як і керівники ваші. А Бог здійснив тое, що обвящав устами всіх пророків, що Христос буде терпіти. Дык покайтеся і не вернітеся, как знищені були грехи ваші. Это Слово Божие. Узними над нами, Пане, светло своего обличия. Узними над нами, Пане, светло своего обличия. Коли я кличу, почуй меня, Божа, справедливость моя. Ты вывел меня с утиску, змилуйся надо мною и почуй мою молитву. Узними над нами, Пане, светло Твоего обличия. Ведайте, что Пан учинил чудовным своего верного. Пан чує, коли я его кличу. Многие кажут, кто покажет нам доброе. Узними над нами, Пане, светло своего обличия. Узними над нами, Пане, светло своего обличия.
дозволяешь мне жить беспечно. Уйди над нами, Пане, святло своего обличия. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Дети мои, пишу это вам, как вы не грешили. А коли кто сгрешил, то маем заступника перед Отцом, Иисуса Христа Справедливого. И Он охвяра умилостивления за грехи наши, и не только за наши, але и всего света. Потым доведаемся, что мы познали Иисуса, коли заховуем Ягоные заповеди. Кто каже, я ведаю Его, а не заховує заповіді Ягоне, той і лгун, і нема у їм правди. А хто заховує Слово Ягоне, у тим справди любов Божия досконале. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пані Єзу, тлумач нам Писані, нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час учні Єсуса розказали про те, що здарилося у дорозі, і як вони познали Єсуса у ламанні хліба. Коли вони казали про це, сам Єсус став серед їх і сказав: «Спокій вам». Устривожені і наполохані, вони думали, що бачать Духа. Але Він сказав їм: «Чому засмутилися і чому сумніння узникли у ваших серцях? Поглядите на мои руки и ноги. Это я. Докранитеся до меня и переконайтеся, бо дух не має тіла і костей, як бачите, я їх маю». Після гэтых слов Ён показав їм руки і ноги. А коли яны ад радости яшчэ не верили і дзівіліся, Ён сказав їм: «Ці маеце тут што з'есці?» Яны подали ему кавалок печеной рыбы. И он взял и ел перед ними, и сказал им: «Это слово мое, сказанное вам, коли я был еще с вами, что повинно сбыться все написанное про меня у законе Моисея и у пророков, и у псальмах». Тогда я святил их розум, как яны разумели Писание, и сказал им: «Так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день с мертвых, и у Его на имя повинно обещаться покаяние в деле отпущения грехов усім народам, починаючи от Иерусалима. А вы свідки этого». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Ну что, Слово Божие выслухали перед Пелиной, теперь, напевно, все ведаете, что хотел нам Пан Иисус сегодня рассказать. Але ведаете, читаючи это Слово Божие еще раз, я так завсёды подивляю, які все ж таки апостоли приколісти. Чому приколісти? Ну, бо не хочуть вірити у Єсуса Христа, у Воскреслого. Єсус и так старается подтвердить эту правду. И сутешает их, и говорит: «Спокой вам, не бойтесь». Говорит, показывая им так само руки, показывая раны: «Поглядите, что это я». А вот кажет: «Ну дайте мне уже в конце концов рыбку съесть, бо дух не можешь есть». Ну, усяляки способ. Але это то, что апостолы
якби до кінця не довіряють у Ісуса Христа, які хоч і є побач, які знаходяться з ними, показує головную хіба таку правду от нас, що ми так само часами десь про Бога забываемся, что мы до конца, может, не верим, что Он есть. И сегодня наказанием хотел бы показать такие 3 особливые места, где можно завсёды споткать Иисуса Христа, живого и правдивого. Ну тут, напевно, ви бачили, що нечто нове появилося, окромя сестри Фаустини, бо я на тиждень назад уже була. Тут появилося 3 речі. Хотів би розпочати передусім від этой книги, яка тут лежить. Як ви думаєте, що це за книга? Хором 3-4. Молодці. Біблія Євангелія. Я ще більше вам розкажу. Более літургічно, це Євангелярій називається, бо там тільки Святой Євангелія. Але добре, що сказали, що це Біблія, Євангелія. Це справді місце, где можно споткать Иисуса Христа. Так подумал на хвилинку. Эта книга тут лежит весь час, но покуль я тут 3 года, то она весь час напевно тут стоит. Поднимите руку, кто хоть раз подошел и я открыл, что прочитал в ней. Ну, Катя молодец, хоть кто. Ну, молодец, пани Анжелика. Все ж таки есть. И это вельми важно, как просто не только в хаті, але яна тут специально лежит, как прийти и что-то доведаться, прочитать, познать что-то больше про Пана Бога. Другая речь, яка тут появилась, как вы думаете, что это такое? Ну, 3-4. Это означение такое, означает гости передусім, на якій написано по-латинську, як ми ведали, Ісус Христос, і так само келих. Конечно, это только тут символ стоит, бо самое правдивое будет перед хвилиной, тут на алтари. Коли гостья переменится у тела Иисуса Христа, а келих, у яким знаходится буде вино, станет кровью Христа. И это другое место, где мы спотыкаем живого и правдивого Иисуса Христа. И коли ты так на казанні спитався, тогда не было детей, али старейших, пытаюся, вы хоть раз Иисуса Христа видели? Усе як 3-4, ні, ніколи. А я говорю, а ви що, ні разу на святої мші за своє життя не були? Що ні разу на адорацію не прийшли? Там живий і правдивий Ісус Христос. Поэтому соправды хочу захватить, как кожен з нас соправды так глибоко і правдиво переживав момент, коли удельничаем у святой мші. Бо тоді на алтар приходить правдивий, живий Ісус Христос, який є попросту любов, який в цій любові кожного з нас учить. І третю реч, яка тут з'явилася, це свічка з барашкою. Барашка это только так, для красоты. Стоит эта свечка, як вы думаете, чего ее не хапаешь? Кто сказал запалить огня? Молодцы. Ну, зараз її запалим. Спички запалить не буду. И эту свечку я выбрал не просто так. Бо третье место, где мы можем споткать Бога, это есть кожный человек. И добре, что вы зауважили, что в этой свечце не хапає огня. Бо у кожному человеку так само повинен гореть этот огонь особливый. У Великую Суботу этот пасхал видится таки высоко-высоко гореть, який був спеціально запалений на Пасху, який означає віру, яку кожен з нас має у своєму серці. І поэтому эту віру, бо эта свечка трошки меньша, як ми трошки меньші, але эта свечка, як ми бачимо, дає світ, дає тепло, дає радость, дає надію перед усім, коли здається навокруг тільки темно і більше нічого нема.
Але гэта свечка мае найважнейшае веру. І поэтому вы, калі маеце гэту веру ў сваіх сэрцах, вы павінны гэта паказваць. Вера, якая найлепей праяўляецца у такой штодзённай дабрыні, у добрых учынках, у такой штодзённай любові адзін да аднаго, у штодзённым дапамаганні адзін аднаму, у малітве, калі моліцеся адзін з аднаго. Поэтому дбайце перад усім, каб гэтая свечка яна заўсёды гарэла. Калі удзяляецца сакрамент хросту, то наконец ксёндз гаворыць гэтага набажэнства. Прыміце святло Хрыста. Падтрымліванне гэтага святла бацькі хростныя давяраецца, каб гэтае святло развівалася, я ўжо сваімі словамі говорю, бо на памяць не помню гэтага тэксту, і поэтому дбайце перад усім, каб у вашым сэрцы была жывая вера, была праўдзівая, і каб вы сваім жыццём маглі паказаць, што ёсць Бог і што Ён сапраўды жыве. Веру адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего вашего и не вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога сокровного от Бога сокровного, нароженного, а не створенного, одиносубного Отцу, ради Богу все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замушенный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, святить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померших, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца і Сина походить, якому разом Зайцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Поєднання з нашим воскреслим Паном, який прагне дарить спокоєм своїх вірних і всіх, хто шукає правди, узнесем до Бога наші молитви. Молимся за святий костел, как обвещал всем людям радостную новину избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Иисус Христос одарил его потребными ласками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как Божие Слово, якое они обвещают, да помогало людям вызволиться от всяких грехов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто служит у войску, кто не соромится вызнавать свою веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, чтобы они возрастали в Христовой любови и едности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как удел таемницы Святой Мши, поглублял нашу веру и умацовывал наше христианское сведчение. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Отче, Ти навіки з'єднав нас у своїй любові. Учини, каб хвала з мертвих повстання Твоего Сина допомогла нам відкрити коштовність крижової офіри праз Христа Пана нашого. Аминь. Номер 254. Неб найтішейший
тишейший, огорни своим молчанием, скрипение белой кости, забери мою тему. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипение белой кости, забери мою тему. Огорни меня, как я Христовся хлебом. Огорни меня, как я Христовся хлебом. Поблагослови, хлеб позови, помнишь ты никто правден. Поблагослови, хлеб позови, помнишь ты никто правден. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипение белой кости, забери мою тему. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог и Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру Твою, на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими просим дары святующего Костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору сердце. Узносим для Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и споговенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу, коли Христос был оквяроман, як нашая Пасха, бо Он собрал на ей огнём. И Он узял грехи свету, и своей смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життё, про свое смертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а коренило разом з усіми святыми, спевает Тебе им хвалы, неспинно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Соправды Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, во про Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа, действенной моцей Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно собираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую офяру, тому в едности з усім Костелом, у перший день тижня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего эти дары, які ми принесли Тебе на хвяру, как стали сіяни
телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Табі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовне воскресіння і у Нього вшестя, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела, и прими его як ахвяру, якую Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебя, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Ванной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Евбратником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою бестовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усьому свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Казимиром, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откуда. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в ласце Твоей дышал з гэтага свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом з ними заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добром. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутних, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, и ими съявляемся, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего студенного дай нам сегодня и отпусти
виноваты наши, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Мария, избав нас от всего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и Христе Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твоего царства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и молодаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, який завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословенный, покликанный от вечной любовью. Аминь. Я не баран, как ты пошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 60. Спасся наш Христос воскрес. Аллилуйя. Мир и радость нам принес. Аллилуйя. И Он уславили в красе. Аллилуйя. На земле спевайте все. Аллилуйя. Божую з'явив любов. Аллилуйя. Дивним величним званням. Аллилуйя. Смерти владою скрышил. Аллилуйя. Рай небесный нам открыл.
Він на вишині. Алілуя. Номер 272. На честь Пана буду співать, Ён мене наситив добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана буду співать, Ён мене наситив добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана буду співать, Ён мене наситив добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана буду співать, Ён мене наситив добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана буду співать, Ён мене наситив добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. На честь Пана заспіваю, насичає Ён мене добром. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти обновив сакраментами вічного життя, і приведи його до хвалебного воскрешення через Христа Пана нашого. Амінь. Объявы душпасторские, третья Великодная неделя. 21 красовика у северу успомин святого Анзельма, бискупа и доктора Костела. 23 красовика в пятницу успомин святого Войтиха, бискупа и мученика, а так само успомин святого Юрия, мученика. Дорогие парафияне, звертаемся с великой просьбой и пошукаем дежурного. Поэтому ты особо, которые могут и хотели бы дбать в нашей каплице, как и надо им могла быть отчинена. Особо охотно просим звернуться до святоров. С той причины, что нема постоянного дежурного, наша каплица может быть зачинена у цього дня, а еще так не отбылось, поэтому дякую велике за то, кто каждый день приходил и просто дбал про нашу святыню. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте у интенции нашей родимой будет отбываться наступным чином, напевно, от понеділка по четвер, після Святої Мши у 19 до 21 години, і у цього дня на 14 до Святої Мши, коли є хтось із дежурних. Дякуємо сердечно усім, хто причинився до приготування пустової урочистості, за спів і правду літургічну, за прибирання каплиці, території в акордії і тим, хто дежурив на гэтым тижні.
Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае і нарадзіў дзяцей. Помолимся за біскупа Юрія Касапуцкага, які на гэтым тыдні будзе абходзіць свае імяніны. За Мішель, яе бацькоў і хросных з народу Тросту. Помолимся за добрадзеяў і перадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых добрадзеях будаўніцтва санктуарія Божай міласерднасці і за нас, даручаючы кожнага па асобку, апецы Маці Божай Ружанцовай. Твоей обороне отдаюсь. Святая Богородица, у наших потребах не покажай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословите вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супереч спокуси і ласка Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить сам Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас благодушнюють по світі. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, борони нас, Боже, от греховной и несподеванной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Номер 216. Бога вечного прославляют усы мои, голос слушно спевая, аминь. Бога вечного прославляют усы мои, голос слушно спевая, аминь. Аллилуйя, 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 аминь. Аллилуйя, 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 аминь. Бога вечного прославляют устны мои, голос души спевая, аминь. Бога вечного прославляют устны мои, голос души спевая, аминь. Аллилуйя, 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 аминь. Аллилуйя, 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 аминь. Нехай буде похвалений Пресвятейший сохран, правдивое тело и кровь,
Пана нашого Ісуса Христа, нехай буде похвалений найсвятейший сохран, правдивое тело и кровь Пана нашего Ісуса Христа, нехай буде похвалений найсвятейший сохран, правдивое тело и кровь Пана нашего Ісуса Христа.